На Колве в Усинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий нефтеразлива. Ведется зачистка территории и заключительные работы на местах базирования рубежей реагирования. Проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии, сообщает по итогам оперштаба пресс-служба главы Коми. Таким образом, к этой минуте, как видим по свежей картинке, поступившей сегодня с места, сама нефтяная пленка локализована, основной ее объем убран. Река – это все, и кормилица, и поилица, и рыбная ловля, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, задача ни в коем случае не пропустить туда эту пленку, чтобы у людей не было никакого негативного восприятия. Надо, конечно, успевать, потому что недопустимо уйти под лед с тем, чтобы потом этот лед пошел там дальше, да, в Печору и в Северное море. Вот это вот история самая главная, это нужно четко совершенно локализовать и задача максимум. Как сообщил первый вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров, в течение недели предполагается завершить полную ликвидацию каких-либо признаков нефтепродуктов на воде. Сил и средств для выполнения этой задачи достаточно. Для этого группировка сил, участвующих в работах, вырастет до 300 человек. Сама аварийная ситуация, она сама по себе локализована, что уже хорошо, потому что нет нового притока нефти, как бы источника вот этого загрязнения, локализованного его нет. Береговая часть чистится уже в части ликвидационных мероприятий. Мы пробу отбираем почвы и будем ее отбирать, пока они не ликвидируют полностью, не вычистят весь берег. Они буквально экскаватором все это вычищают, достаточно глубоко уходят непосредственно под сам трубопровод, и там уже под самим трубопроводом практически у нас все чисто. Остается только нам по этой береговой линии до конца этот трубопровод еще освободить, потому что он там, у него трещина, скорее всего, где-то посередине идет, и там в этом трубопроводе еще имеются остатки. Также из интересных моментов, на которые обратила внимание комиссия, функцию сорбента в это время года на реке играет шуга. Она концентрирует в себе нефтяную пленку, меняя цвет. Специалисты такую шугу с помощью боновых заграждений вылавливают и тоже направляют на утилизацию.